Но сначала о более локальных темах. Весна принесла неприятные сюрпризы для жителей Якутска. Дождь в середине марта превратил дороги и дворы в каток. Люди получают травмы, однако наледь не убирают. Кто несет ответственность за безопасность людей и порядок на дорогах, узнала Саргалана Захарова. За последние недели Якутск превратился в один большой каток. Молодые люди, разъезжающие по тротуарам города на коньках, уже не удивляют прохожих. Гололед стал для горожан обычным явлением. Ой, упала до сих пор, уже больше недели. Болит спина и рука. Гололед ужасный. Невозможно ходить даже. Кошмар. У меня родственница упала и попала в нейрохирургию и стукнулась головой. Я, например, там живу недалеко. Там вообще ходить было невозможно. Ходила в дом управления, просила, чтобы хоть песок насыпали возле дома. Невозможно пройти. И падали, и скользко, естественно. И во дворе у нас скользко. Я думаю, все равно ответственно. Это в мэрии должны быть кто-то решать этот вопрос. А вы обращались? Мы-то как-то нет. Большинство опрошенных горожан хотя бы раз получали травмы из-за гололеда или знакомы с пострадавшими людьми. Но обращаются с жалобами не все. Так кто же все-таки несет ответственность за сохранность людей? Ответ мы попытались найти у властей города. Если это многоквартирные дома, то здесь ответственность лежит на собственников или на работу управляющей компании. Штрафные санкции довольно серьезные для физических лиц, имеется в виду это директора или руководители управляющей компании. А если для юридических лиц, то там штрафы влекут за сотни тысяч. Несмотря на внушительные штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, не все компании добросовестно выполняют свою работу. Доказательство тому – значительное увеличение обращений граждан в травмпункт Якутска. Только за сутки через кабинет травматолога прошли более 100 человек. Эволюирует это переломы верхних и нижних конечностей. Частые из них это перелом лучевой кости в типичном месте и перелом лодыжек в основном. Среди них это травмы, полученные на улице, среди трудоспособного населения. Долгожданное потепление наступило, и все выдохнули с облегчением. Проблема растает сама по себе. Однако до наступления майских теплых дней утренние морозы не раз заставят вспомнить скользкие улицы. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.